рамках реализации федеральной целевой программы в Карабулаке построено и введено в эксплуатацию множество социально значимых объектов, которые позволили создать в городе более 400 рабочих мест. Объекты в Карабулаке построены на общую сумму 1 миллиард 456 миллионов рублей. В 2015 году здесь запущен завод полимерных труб, который уже успел зарекомендовать себя на производственном рынке. Более 70% продукции, которую изготавливают на предприятии, доставляется в «Газпром», что уже говорит о хороших показателях. Особая технология и надежные поставщики – секрет перспективной работы завода. Материал мы покупаем в Казани, сырье. И из вот этого сырья, из вот этой полиэтиленовой крошки мы получаем трубу. Помимо прочего, завод играет большую роль в вопросе импортозамещения, насыщению потребительского рынка продукции отечественного производства. Предприятие в силах покрыть потребительские запросы не только всей республики. Общая стоимость инвестпроекта – 520 миллионов. Благодаря ему в Карабулаке появилось более 700 рабочих мест. Эту цифру здесь планируют увеличить с расширением производства. Производимая продукция – это у нас трубы от 16 диаметра до 630 диаметра. То есть от 16 до 630 весь спектр диаметра труб. Также это разное атмосферное давление в этих трубах. За прошлый год было произведено порядка 8 тысяч тонн продукции. Это переработанного сырья в продукцию, в трубу. В этом году вот еще осталось, месяц-полтора осталось. Планируем показатель увеличить. Мы уже идем к этому. Еще одно предприятие, построенное в рамках федеральной целевой программы, завод по производству сборно-монолитного бетона. Производственная мощность объекта впечатляет – 50 тысяч кубометров в год. Предприятие позволило обеспечить местных жителей рабочими местами. Их здесь более 100. Современные бетоносмесительные установки, каждая из которых в течение 3 минут готовит 1 кубометр бетона, позволяет выпускать качественную продукцию, которая, кстати, очень востребована в Ингушетии. Здесь изготавливают плиты, перекрытия, сваи, бордюры, лестничные марши и многое другое. Продукция у нас разная. У нас бетонные плиты, кольца и бетонные блоки. Плит мы можем сделать 4 дорожки в сутки, это в среднем около 60 плит. Также в рамках федеральной целевой программы в городе открылась и картонажная фабрика. Производство позволяет изготовить упаковки из картона различных видов. Проект был необходим не только городу, но и всей республике. В Ингушетии много предприятий, которым необходимы упаковки. Тем более здесь приемлемая цена и качественная продукция. Мы можем паковать любую продукцию в пределах наших размеров оборудования. Это и 4-клапанные ящики универсальные, и сложная высечка. Любая продукция, которая пакуется в ящики и транспортируется в упаковке, это все можем и производить. То есть кондитерские изделия, консервация, овощные изделия. Все это можно паковать в нашу продукцию. Помимо предприятий, которые введены в эксплуатацию, в городе также реконструировали и систему водоснабжения. Порядка 19 километров новых сетей, где-то 46 километров в реконструкцию сделали сетей. Это было очень важное направление для города. Новый район, полностью новые сети проложили. Также было проложено 78 километров газовых сетей, что явилось тоже большим подспорьем для города. Вы знаете, местный бюджет никогда не смог бы закрыть такие вопросы. По линии Роснефти в многоквартирных домах построено несколько игровых детских площадок. Всего в рамках реализации федеральной целевой программы в Ингушетии на выделенные из федерального бюджета средства построено 136 объектов и создано около 7 тысяч рабочих мест. Лина Цычуева, Адам Далаков, Новости 24.